Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. И наш первый ролик в этом 25-м году. Прожиты первые 9 дней нового года. Не выходила в эфир с роликами по причине жуткой усталости, опустошенности, отсутствия перспективы изменить что-то в лучшую сторону, отсутствия перезагрузки своих сил и мысли, как жить дальше. Не дают покоя. Покоя не дают также долги. У меня их никогда не было, так же, как и кредитов. Это состояние мне незнакомо и неприятно. Погашая долги за одни месяца, у тебя образуются долги за текущие месяцы. И это не остановить. Просто живешь в долгах. Не радуют ни праздники, а передыхов и так нет. Только растет возраст и усталость, и патологическая ответственность. Что делать с собаками? На данный момент у нас содержится 80 собак. Давайте вместе посмотрим, сколько их собак. И здесь еще не все. Собак не разбирают. Их просто любят на экране, восхищаются ими, какие они хорошие. А любят одну свою, что у ноги. Недавно мне одна передержка, еле сводя концы с концами, сказала, что она хочет закрыть эту работу и жить как все, с одной своей собакой во дворе, как у всех в поселке. А у нее живут 13 моих собак. И мне стало так не по себе, так тошно, потому что я тоже мечтаю жить как все. Мечтаю иметь выходной и разгружать свои мозги. Это не мебельный бизнес, это не фабрика и не завод. Не закроешь, объявив себя банкротом. Это живые души. И это не охранные собаки. Не на цепь и не на производство. Это души с тяжелыми судьбами, по воле судьбы, вырванные случайно у смерти. И их жизни продолжают зависеть от нас, людей сердобольных. Вот что надо сделать, чтобы, оплатив долги, не копились новые. Количество собак, а их 250, делим на 30 дней месяца. И получается, что ежедневно надо оплачивать 8 собак. Вроде немного, всего 8, но это 66 тысяч и ежедневно. Ежедневно, если не оплачиваю, значит копятся долги. И вот с 1 января я не находила душевных сил, чтобы год начать снова про деньги. Это как секта, из которой не вылезти, как день сурка. И вот я снова и снова, после 10-дневного перерыва, прошу вас о помощи. О помощи для собак. Помогите им жить дальше. Помогите оплачивать их содержание. И в конце концов, разберите их. Свяжитесь со мной, и мы вам подберем. Вот. Так. Там у нас рисовать. Ну, да. Здесь. Вот.
Да. Там еще в будках сидят тоже собаки. Вот. Так. Вот еще вольеры. Да. Вон еще вольеры у нас. Вот. Там тоже у нас. Так. И еще вот неожиданно сегодня при осмотре нескольких собак на передержке обнаружили на животе якутской собачули огромную шишку размером с 2 куриных яйца. И это грыжа. Хорошо, что заметили, хорошо, что случайно обнаружили, срочно прооперировали. И это тоже стоит денег. Вот такие неожиданные расходы возникают постоянно. Друзья, посмотрите, как изменились времена. Посмотрите, какой щеночек, месяца 2,5, и тоже выброшен в мороз, никому не нужен. Приютили очень временно, работа с командировками не позволит оставить себе. Взяли на несколько дней. Очень прошу, присмотритесь. Необыкновенно умный, сообразительный, все схватывает. Красивый редкий окрас, цвет какао. Поставлена первая прививка. Может, кому-то приглянется, может, кто-то пригласит, позовет к себе в семью.